Я надеюсь, мой дорогой малыш, что, прочитав эти слова, ты почувствуешь объятия моей любви. Знай, что я сейчас здесь с тобой, готовый поговорить с твоей душой. Отложите свои заботы прямо сейчас. В вашем духе может не быть места напряжению. Если ты устал и нуждаешься в утешении, приходи ко мне. Я осыплю тебя своей любовью и спокойствием. Займи мужественную позицию, любовь моя. Освободитесь от тисков беспокойства. Ваши молитвы были услышаны, и смятение и страдания, которые вы испытывали, скоро утихнут. Сохраните вашу веру, я не бросил тебя, и мои обещания могут сбыться. Положитесь на меня, я буду сражаться вместе с вами. Не забывайте подчиняться, даже если вы устали. Именно в эти времена вы должны оставаться сильными. Но если вы останетесь стойкими, проблемы, с которыми вы столкнетесь, в конечном итоге рухнут. Отвернитесь от неудач прямо сейчас, учитывая преимущества, которые мы ожидаем в глубине каждого препятствия. Сомнение проникает в умы тех, кто изучал мои слова и наблюдал невероятные чудеса. Я предпочитаю не выносить на арену свою небесную силу, даже если другие чувствуют то же самое или соглашаются со мной. Такие люди принимают жизнь, лишенную цели и радости, окруженную негативными силами, сеющими сомнения, ускользающими от благодати, которая может их изменить. Но ты, мой любимый, исключение. Хотя ваша точка зрения изменилась, вы все еще человек и можете время от времени испытывать усталость. Я здесь, чтобы возродить вашу веру, потому что я знаю, что вы чувствуете. Мои слова глубоко тронут вас, и я знаю, что вы им поверите. Когда я позову тебя, ты встанешь. Продолжай двигаться вперед, мы скоро одержим победу. Я здесь, потому что только я сохраняю живую пищу, дающую вам вечное удовлетворение. Я колодец, из которого вы черпаете живую воду, удовлетворяющую ваши самые сокровенные потребности. В этом огромном космосе нет никого, кто мог бы позаботиться о вас и ваших потребностях. Хотя многие молятся за вас, я слышу ваши мольбы. На этом раннем этапе истории я единственный, кто может предоставить вам духовное наследство, которое вы должны получить. Не верьте в свою способность получить материальные блага, я единственный, кто награждает тебя. Вам не нужно погрязнуть в жалости к себе из-за того, что ваши финансы в руинах, или полагаться на временную работу или имущество, добытое нечестным путем. Знайте в глубине души, что я есть и всегда буду тем, кто будет заботиться о вас и поддерживать вас. Пожалуйста, умоляю тебя, делай это каждое утро. Я приглашаю вас прийти сюда и послушать мою речь. Расслабьтесь и закройте глаза, наполняя свое сердце огромной благодарностью за все, что у вас есть, вашу жизнь, ваших близких, ваши благословения и грядущие дни. Горячая благодарность за то, что испытания и страдания этой жизни не являются непреодолимыми, какими они были для меня. Я даю вам прекрасные дары от моего сердца, мою любовь, мою информацию, мою дружбу, мое удовольствие, мою мудрость, мою безопасность и Святой Дух. Так что вставайте пораньше, и пусть ваши уста наполнятся похвалой,
вдохновленной вашей преданностью. Ты ни за что не покинешь меня, и я никогда не оставлю тебя. Доверься мне всем своим сердцем. В большинстве случаев мы будем рады вас обнять. Ваши мольбы и крики достигают моих ушей. Поделитесь сегодняшним оптимизмом с окружающими вас людьми и позвольте тем, кому повезло меньше, чем вам, воспользоваться возможностями, которые у вас скоро появятся. Храните эти ценности в безопасности и перестаньте общаться со злодеями. Они нападают на беззащитных, грабят бедных и издеваются над смиренными. Избегайте ловушек, приготовленных вашими врагами, которые нацелены на тех, кто хочет чем-то заняться в этот период. Помните о великой цели, ради которой вы были выбраны. Прямо сейчас я убираю вялость и печаль из вашей жизни. Кажется, внутри тебя собирается какая-то сверхъестественная сила. Удерживайте свою позицию, продолжай двигаться вперед, без ничего вас никто не остановит. В любом случае, я тебя не подведу. С каждым днем я могу увеличивать его эффективность. Продолжать идти, моя привязанность и благо моей любви ждут тебя. Будет чудесный результат, решить проблему возможно. Ответ на ваши молитвы уже на пути к моему небесному престолу, однако дайте мне знать, что вы можете сделать, когда приедете. Тот факт, что у вас есть мечта, не означает, что вы должны игнорировать того, кто дал вам ее. Я умоляю вас прислушиваться к своей душе, а не к своим материальным благам, и если только они не будут предложены вам с благодарностью и честностью. Я не приму ваши услуги, если ваш запрос будет удовлетворен. Таким образом, ваша прибыль существенно вырастет. Однако не упускайте из виду Бога, который вас спас. Будьте осторожны, если думаете, что добились всего, используя только свою энергию. Как цветок без воды, его польза постепенно увянет. Распространяйте благо в своих молитвах, хвалите все, чего вы достигаете, даже самого незначительного, и принесите свою благодарность моему алтарю. Имейте в виду, что обычно я даю немного больше, чем вы хотите. Я пишу о тебе, и я твой отец. Я знаю, что лучше для тебя с точки зрения твоего будущего, твоих близких, твоей веры и твоей души. Я прощу все твои долги, если ты попросишь меня принести тебе богатство. Оцените свою свободу и будьте благодарны, даже если все деньги на вашем банковском счете исчезли. Никто не придет его забирать. Я могу обеспечить тебе дорогу домой и достойную работу. Если вы усердно ищете, доведите дела до конца, а не валяйтесь. Вот я и предлагаю вам возможность поддержать себя. Примите неизведанное, и я предоставлю вам возможности, если вы будете следовать моим указаниям с настойчивостью и честностью. Ты получишь это. Я решил предоставить вам большое количество преимуществ и хочу, чтобы вы научились использовать их с умом. Вы добьетесь больших успехов, если включите чувство благодарности в знания, которые получаете дома. Я также желаю душевного спокойствия. Пусть чудеса, которые вы видите, подпитывают вашу веру, но оставьте свою одержимость мирскими благами. Будьте внимательны к небесным делам, сохраняйте отношение благодарности к своим сердцам.
Однако, чтобы прожить жизнь за пределами этого мира, сделайте это. Вы можете открыть сезон обильных благословений с помощью этих ключей, вашей непоколебимой решимости, вашей глубокой признательности и вашего стремления воодушевлять других. Принеси радость моему сердцу. Позвольте мне рассказать вам эти вещи своим собственным голосом. Ты делаешь меня счастливым. Мне нравится, как ты меня ищешь. Ваши молитвы и слова благодарности очень ценны. Я рад видеть, насколько ты храбр в небесных сферах, твое имя резонирует. Религия, терпение и преданность – качества, которые вы демонстрируете. Когда вы почувствуете уныние и сомнения одолеют вас, вспомните эти слова. В вашем духе запечатлен тот, кто восстанавливает ваше здоровье, дает вам жизнь и спасает вас из ямы отчаяния с состраданием и милосердием. Я отпускаю тебя, и дверь в сверхъестественный мир открывается. В мои намерения не входит получение ответа на ваши молитвы, но я призываю вас высоко ценить их. Вся ваша верность, признательность и молитвы принесли мне радость. Продолжить, будьте верны себе и твердо стойте в своей религиозной деятельности. Каждый день проводите время в моем присутствии, слушайте учения, которые воодушевляют вас, и делитесь ими со своими близкими. Имейте в виду, что когда вы склоняете головы в молитве и благодарении, я кладу руку вам на голову и благословляю вашу жизнь своими сверхъестественными благами. Скажите мне, действительно ли вы им благодарны? Это должно быть для вас совершенно очевидно, поскольку я ваш всемогущий Бог. Я тебя люблю, я перестал тебя разочаровывать и способен сделать все, что ты от меня попросишь. Я уверен в своей способности привести вас к успеху, поощряя вас проявить смелость. Все эти вещи важны для меня, но самое главное – это ваша вера, ваши ценности, ваш образ жизни, ваши амбиции, ваша приверженность и ваша преданность. Выделяться. Я требую, чтобы центром вашей вселенной и первым делом утра были вы. Не стесняйтесь позволить своему сердцу биться быстрее, сосредоточившись на этих сообщениях. Примите эти выражения как свои собственные и произносите их с энтузиазмом и любовью. Не поддавайтесь вводящим в заблуждение сообщениям, которые не содержат ничего, кроме лжи и обмана. К счастью, вы одна из овец, которые меня понимают. Я с тобой в твоем бьющемся сердце и говорю с тобой каждое утро. Ваши молитвы очень ценны. Пожалуйста, послушайте меня. Как только вы откроете уста в молитве, мои ангелы устремятся к вам, сражаясь за вашу благосклонность. Ваша благодарность тронула меня. Все ставятся на свое место, все в гармонии. Жесткие сердца тех, кто осуждал вас, смягчатся, и их суждения изменятся. Мой Святой Дух работает, там пожертвуй своей жизнью в моих руках, позволь мне дать это тебе. Я все еще пытаюсь во всем разобраться, но знаю, что для тебя хорошо, у вас не останется нужды. Я думаю, что повышение – это хорошая идея. Как твой всемогущий Небесный Отец, я искренне забочусь о тебе и желаю тебе всего наилучшего во всем, что ты делаешь. Будучи взрослым, вы благословлены, я больше не подведу тебя.
Если бы вы могли рассказать мне о своей вере, преданности, благодарности и образе жизни, я был бы вам очень признателен. Желание моего сердца таково. Даже если тебе хочется упасть в обморок от интенсивности тысячи испытаний, знай, что мой Святой Дух находится внутри тебя, давая тебе силу выстоять во всех из них, и что ты никогда не потеряешь свою силу. Сила. Сила веры. Продолжайте, двигаясь вперед твердым шагом, ведь я рядом с вами. Я способен справиться с любой ситуацией. Вы сможете победить гигантов и рассеять вражеские армии, если доверитесь этой написанной фразе. Вы выбрали мирную жизнь, и я гарантирую, что мои обещания никогда вас не разочаруют. Даже когда трудности неизбежны, на ваше счастье и эмоциональную стабильность не влияют проблемы, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Никакой ветер, дующий из противоположных направлений, не сможет ослабить ваш дух или замаскировать неожиданные повороты жизни. Оскорблять свои чувства – это не вариант. Эти слова дали вам вашу немирскую зрелость, вашу умственную силу и эмоциональное равновесие. Теперь даже самые неожиданные повороты в жизни не смогут обескуражить ваше настроение или омрачить ваши мысли. Вам дан дар духовной зрелости, умственной силы и эмоциональной устойчивости. В этот момент вы должны помнить, что ваши чувства не влияют на ваше будущее. У тебя есть право принимать решения, и я даровал тебе силу духа. Вы больше не будете одолены искушениями, ослаблены катастрофами, остановлены ошибками и сбиты неудачами. Мое письменное слово – это то, где вы доверяете. Если ты упадешь 7 раз, я помогу тебе подняться. Если ты упадешь 100 раз, я тебе все прощу. Пока вы были пойманы в ловушку греха и больше не понимали меня, я пришел сюда, чтобы предложить вам свою любовь и свое прощение. Я могу спасти тебя от страданий, осушить твои слезы, смыть твой стыд и залечить твои раны. Теперь, когда вы поверили в меня, я всегда буду восхищаться вашей решимостью продолжать следовать моим методам, несмотря на ваши ошибки и резкие угрозы со стороны ваших врагов. Пожалуйста, всегда относитесь к себе с большим уважением. Ты мой, и я тебя очень ценю. Однако вокруг вас есть люди, пессимистическое мировоззрение которых мешает им наслаждаться жизнью. Если вы хотите, чтобы эти люди приняли вас, они могут попытаться заставить вас думать по-своему, а это будет означать отказ от вашей веры и от невероятного будущего, которое вас ждет. Твое сердце наполнится горечью, и ты, возможно, со временем обвинишь меня в том, что я являюсь причиной всех твоих проблем, и в том, что я перестал пытаться помочь тебе, дорогая. Пожалуйста, знай, как сильно я забочусь о тебе и насколько я буду рядом с тобой, несмотря ни на что. Сейчас, когда я говорю с вами, эти слова могут придать вам силы и вдохновить вас жить своей жизнью. Подумайте обо мне, потому что я Бог, который любит вас, и Отец, живущий на небесах. Душевное спокойствие, ты знаешь, что я никогда не оставлю тебя, и что я могу справиться со всем, что встречается на моем пути. Мне нужно поговорить с вашим эмоциональным ядром прямо сейчас, таким образом, чтобы добраться до сути того, кто вы есть. Всегда помни, что я рядом с тобой, люблю тебя неописуемой любовью,
направляю тебя и сохраняю внимание. Ваши недостатки, ошибки и сомнения мне видны, но помните, что мое благословение не для перфекционистов. Самое главное – это не идеальное выступление, а смиренное сердце, которое знает, что ты мне нужен, и воздерживается от обидных слов, чтобы обидеть других. Поскольку я вижу доброту в твоем сердце, я смотрю на тебя. Пожалуйста, решите следовать за мной, чтобы получить дар вечной жизни, который я предлагаю вам. Я умоляю вас насладиться священным наследием, которое вас ждет. Я понимаю, что можно ошибаться и не всегда добиваться успеха, но это исключение. Сегодня вы перестали спрашивать себя, верю ли я в Бога, который любит меня, прощает меня, позволяет мне подниматься и падать и продолжает вдохновлять меня продолжать идти вперед, несмотря на ограничения. Поэтому я умоляю вас не отказывать себе, своим близким и своей нации в этой уникальной возможности. Я предпочитаю, чтобы вы все оставались в моих любящих объятиях, защищенные моей любовью и объятые моими крыльями. Пусть радость и спокойствие окутают тебя, как и мои чувства к тебе за пределами твоего понимания. Я могу открыть врата рая и осыпать вас благами, пока вы не будете хорошо обеспечены и не освободитесь от всякой тирании. В моем сердце ты обретешь истинное спокойствие. Пожалуйста, если ты думаешь обо мне, делай следующее. Каждый день выкладывай себя до предела, продолжай бегать, спи, когда тебе нужно, но возвращайся к этому, как только загорится свет. Старайтесь изо всех сил и продолжайте идти вперед, не жалуясь и не разочаровываясь, независимо от того, как обстоят дела или сколько людей пытаются встать у вас на пути. Встречайте каждое препятствие смело и с удовольствием, продолжайте следовать нашей стратегии, какой бы сложной она ни была, и не забывайте улыбаться своим противникам, несмотря ни на что. Быстро утоляйте жажду, поддерживайте нуждающихся и относитесь к ним с упорством. Однако делайте это с умом, заставьте свой интеллект работать. Пропустить показ нет никакого шанса быть обманутым или причиненным вредом из-за слабостей в вашей жизни. Покажите свой характер и в то же время проявите привязанность. Не связывайтесь со злодеями и не делитесь своими намерениями с теми, кто может использовать их против вас. Это все, что вы узнали от меня. Эти противники станут еще более решительными, когда поймут, что не смогут помешать вам следовать выбранным вами путем, поэтому обращайте на них внимание или распространяйте слухи о них, когда это необходимо. Я могу избавиться от них, предложение все еще находится на начальной стадии. Вы можете продолжать идти вперед с энтузиазмом, воодушевлением и усилиями до того момента, пока я не приму решение, тогда ты окажешься перед великой дверью, и за ней тебя будут ждать великие блага. Убедите меня, что я прав. Начните прямо сейчас, вновь пообещав себе возвращаться в мое присутствие каждый день. Ты храбрый, мой дорогой, продолжайте неуклонно двигаться вперед, потому что успех теперь в пределах вашей досягаемости. В другой раз ты похвалишь меня за то, что я здесь. Почему ты это видишь? Открыть рот, чтобы поблагодарить кого-то, ничего не стоит. Ваши амбиции мне уже известны. Пожалуйста, примите меня во внимание еще до того, как начнете говорить.
Если тебе нужна минутка покоя, приходи ко мне, найдите момент для уединения и перечислите все, за что вы должны быть благодарны прямо сейчас. Быть живым, здоровым, дышать, есть еду на столе, иметь крышу над головой и мою магическую защиту вокруг вашего дома. Вот мои ангелы-хранители, они стоят на страже вместе с кем-то, кто наблюдает за вашими целями и готов сражаться за вас. Есть много причин быть благодарным, есть много замечательных причин сохранять нынешний образ жизни. Просто помните об этом ежедневно, и я наполню ваш разум прекрасными вещами и ваши глаза моей добротой. Обретите душевное спокойствие, зная, что я спланировал ваше будущее, потому что знаю ваше значительное благословение. Мое благодарное сердце приближается ко мне с верой и стремлением и исповедует свое стремление. Иногда ты боишься окружающего мира, но это всего лишь этап, который я помню. Постарайтесь не слишком сильно напрягаться. Очевидно, что у вас есть много обязанностей, которые вы должны взять на себя. Вы хотите, чтобы все шло хорошо, чтобы вы могли поддержать свою семью и ее здоровье, а также не хотите, чтобы кто-то нарушил ваше равновесие. Но когда вы неблагодарны в плохие дни, противник нашептывает вам в мысли ложь, усиливая ваши тревоги, окружая вас обманом и превращая ваши тревоги в страх и отчаяние. Прямо сейчас я сижу здесь и жду, пока ты придумаешь, как заставить врага уйти, поднимая пальцы и говоря нужные фразы. Помоги мне всем, чем ты являешься, своей жизнью, своими близкими, своим здоровьем и всем остальным. Когда вы переживаете трудные времена, ваша вера и благодарность будут вашей опорой. На следующий день я буду рядом с тобой, ожидая, пока ты откроешь глаза, когда ты идешь сквозь огонь в трудный день. Слова, сказанные от всего твоего благодарного сердца, должны быть услышаны мной первым делом с утра. Жизнь – это ваш дар, ваше призвание имеет преимущество на небесах. Это важно, и я это понимаю. Если вы действительно поверите в это, вы увидите, что звезды складываются в вашу пользу на земле и на небе. Многое происходит для того, чтобы облегчить вашу жизнь и обеспечить обильную еду, свободу от долгов, а также сверхъестественные знания и преимущества, предназначенные специально для вас и вашей семьи. Эй! Выдал твердый мандат, ваше законное райское место, вы невыдуманная опасность. Я любил тебя еще до твоего рождения и запланировал для тебя много прекрасного. Моя вечная любовь самая длинная, я любил тебя, пока тебя не было, и, возможно, я все еще буду любить тебя, когда ты вернешься. Если вы думаете, что я расстраиваюсь и порву с вами все связи из-за ваших периодических неудач, подумайте еще раз. Нет, вы совершенно не правы. Такие ошибки, как твоя, меня не пугают. Я не буду исключать тебя за твои ошибки. Когда бы ты ни говорил мне правду, ты всегда приходишь ко мне с тяжелым сердцем и желанием покаяться. Даже если ты совершишь ошибку, я знаю, что ты любишь меня и что у тебя хорошие намерения. Я ценю вашу честность, ты не такой, как они. Но никто не может заставить меня думать, что он исключительный или что он не принимает то, что говорит, за правду. Вы не считаете себя авторитетной фигурой, и уж точно не осуждайте всех,
несмотря на их неудачи. Вы продолжите двигаться вперед с верой и уверенностью в себе. Поскольку душа твоя нежна, отношение твое доброе, а разум чист, то каждый имеет право иметь свое мнение, поэтому вы никогда не должны позволять кому-либо тронуть вас пальцем. Я могу дать вам много наград, если вы сохраните эту религиозную позицию и будете ежедневно приходить ко мне со смиренным сердцем, готовым слушать и учиться. Я понимаю, что вас не интересуют материальные блага. Вероятно, вам нужно что-то, что поможет вашей семье и обеспечит ее безопасность. Но я найду это и многое другое. Вы можете рассчитывать на то, что я буду готов, когда двери откроются. Входите и сосредоточьтесь, вы не пожалеете. Внутри воздушного шара происходят чудесные вещи. Вас знакомят с новыми людьми, и новые возможности открываются с уверенностью и настойчивостью. То, что сейчас кажется невзгодой, станет благословением и источником утешения для поддержания вашего дома. У вас уже есть самые значимые и очаровательные вещи. Всем сердцем я обожаю тебя. Скажи мне, считаешь ли ты меня достойным? Доверься мне и найди утешение в моих руках. Его собственная жизнь была подчинена мне, вам не нужно бояться. Да, я защищаю тебя. Я никогда не оставлю тебя. Я хочу, чтобы ты чувствовал мое присутствие каждое утро, когда просыпаешься, потому что я все время с тобой. Используйте драгоценные первые минуты каждого дня максимально эффективно, избегая перерывов. Обратите внимание на то, что я говорю, обратите пристальное внимание на сообщения, которые передает вам моя душа. Вы должны мне поверить, когда я говорю, что я манипулировал всей ситуацией. Ничто и никто не сможет причинить тебе вред, пока я рядом с тобой, поэтому не нужно бояться трудностей. Вы можете быть удивлены тем, как быстро будет решена большая часть ваших проблем и появятся правильные ответы, когда они вам понадобятся. Ваши тайные молитвы были услышаны, и теперь я открываю вам дверь. Я укрепляю вашу веру, я здесь, чтобы помочь вам выздороветь и показать вам путь к новому началу, где мы сможем быть совершенно одни. Продолжайте свою жизнь с верой и достоинством, не беспокоясь о том, что о вас подумают другие. Люди, как бы они ни завидовали, постоянно будут говорить о яде, который они несут внутри. Мое мнение о тебе единственное, что имеет значение. На мой взгляд, ваше искреннее сердце делает вас замечательным человеком. Пока другие нападают на тебя, сдержи мои слова. Во всех своих трудностях ты ищешь безопасности в моей любви. Я был рядом с тобой. Я знаю каждую неудачу, каждое достижение и все ваши трудности, однако пришло время им добиться успеха и поднять свою жизнь еще дальше. Оставьте прошлое позади и поприветствуйте следующее поколение с новой силой и успехом. У вас есть возможность изменить свою жизнь и начать новую историю прямо сейчас. Позвольте мне показать вам путь к более процветающему и наполненному знаниями будущему. Чтобы успокоить ваше тело и дух, я предлагаю вам свою любовь и спокойствие. Вы согласны?
Я могу открыть небеса, чтобы благословения упали в твои руки. Чтобы составить вам компанию в вашем путешествии и гарантировать, что вы никогда не упускаете из виду любовь, которая вас окружает, и игнорируете свои ошибки, я могу передать свои слова вашему бьющемуся сердцу. Вы подвержены ошибкам, потому что вы человек, но я милосердное божество. Даже если ты на дне океана, я могу вытащить тебя из воды, если ты покаешься. Вещи, которые я приготовил для вас, более ценны, чем любое материальное богатство, которое может предложить этот мир, а мои благословения гораздо более ценны, чем любое богатство в одежде. Прислушайтесь к моему религиозному обещанию и ответьте, когда я скажу вам, что открою вам небеса. Это не игра, и моя любовь не всегда тонка, поэтому я понимаю, что ты воспринимаешь мои слова буквально. Любить так, как я к тебе чувствую, неинтересно. Найдите минутку, чтобы понаблюдать за небом, глубоко вдохните солнечные лучи и позвольте им согреть вашу кожу. Вот что я вам посылаю. Я здесь, чтобы сказать тебе, что ты мне очень нравишься. Остерегайтесь агонии и даже смерти. Я спасал тебя снова и снова. Вы начали этот год с оптимизмом, надеясь, что многое будет хорошо. Даже если вы остались в неведении и допустили ошибки, продолжайте. Даже когда вы сталкиваетесь с препятствиями и ограничениями, сохраняйте решимость. Воплотите свои мечты в реальность. Они могут быть очень важны и ценны для меня. Я дал тебе миссию, которую ты должен выполнить. Вы должны почувствовать силу моей любви и страсти. Что касается меня, я изливаю на вас свой Святой Дух каждый день, и ваша духовная чувствительность вскоре позволит вам видеть выше земли, различать мотивы других и многому учиться. По мере того, как вы растете, у вас появляется способность сверхъестественным образом обращаться ко многим другим и вдохновлять их делиться моим словом, своим примером. Вы будете живым свидетельством плода вашей веры и невероятных вещей, которые возможны для тех, кто верит в меня и мою силу. Вас ждут огромные награды, если вы раскроете руки, будете усердно работать и обучать их религии. Небеса сейчас открывают перед тобой свои двери, но, пожалуйста, никогда не покидай меня. Ваша вера должна быть непоколебимой. Я должен обратиться к вашему сердцу самым приватным и личным способом. Моя любовь к тебе безгранична, и я хочу, чтобы ты знал, что до сих пор тебя любили. Я жажду той веры и любви, которую ты мне подарила, моя дорогая. Я хочу, чтобы ты сказал мне, что твоя любовь ко мне безусловна. Произнесите эти слова сегодня не потому, что чувствуете себя обязанным, а потому, что они наполнены истинной любовью в вашем сердце. Думай обо мне, полностью доверься мне и знай, что я буду рядом с тобой, что бы ни случилось. Я всегда рядом с тобой. Я всегда рядом с тобой, маяк надежды даже в глубине отчаяния. Всякий раз, когда тревога и стресс овладевают вашим сердцем, отдайте их в мои руки. Я перенесу твои заботы на другую сторону. Отпустите то, что тянет вас вниз, я подниму тебя и окружу своей безграничной любовью. Были такие дни, как сегодня, но это другое. Созерцайте метаморфозы,
происходящее в вашем мире, вы увидите изменения в образе жизни вашей семьи или даже в вашем. В течение дня обращайте внимание на радость на лицах людей, ведь мое сильное присутствие внутри вас. Вы несете в себе мою любовь, и она согревает жизни всех, кого вы знаете. Они уже не поймут этого, но испытают это физически, и выражение их лиц изменится от удивления до радости, когда их тепло и удовольствие соприкоснутся с ними. Чтобы помочь вам реализовать ваши мечты, я сейчас вкладываю в вас свои обширные знания и сильное желание. Я понимаю, что тебе не терпится, чтобы это появилось, но мне очень нужно, чтобы ты поверил, когда оно появится. Я чувствителен ко всем вашим эмоциям и удовольствиям, защищаю вас от опасности, помогаю вам расти как личности и защищаю вас, когда вы смущены. Это то, чего я жажду. Улыбнись своему лицу, несмотря ни на что, моя дорогая, и измени свой образ мышления. Поверь, что я с тобой и готов помочь тебе во всем, что встретится на твоем пути. Наслаждайтесь безграничной радостью любви, которую я даю вам, когда вы поете мне дифирамбы и почтительно кланяетесь, сопровождаясь и заменяясь спокойствием, которое только я могу вам подарить. Наслаждайтесь и погружайтесь в игру, пусть твоя радость исходит из тебя. Возвысьте свой голос в хвале и молитве, поднимите пальцы в преданности. И когда другие спросят тебя, почему ты счастлив, честно скажи, что с тобой Бог. Я вижу вашу искреннюю преданность и непоколебимую веру, поэтому его знание не является обязательным во всех конфликтах. Мои сильные войска готовы сражаться на вашей стороне. Ваша сдача мне, ваша покорность и ваша открытость моим инструкциям позволяют моей божественной энергии течь через вас, укрепляя вас, чтобы преодолеть все, что вас сдерживает. И ваша вера в мое прощение, свежее сердце в моем распоряжении, и у вас есть возможность обменять. Моя любовь скоро окутает тебя, изменив твою жизнь так, как ты даже не мог себе представить, мои возлюбленные. Идите уверенно, быть уверенным. Солнце встает и окутывает тебя своим теплом, поэтому ты ищешь меня по утрам. В тот самый момент моя слава сияет на вас, уничтожая ночь и озаряя вашу жизнь своими делами, запечатленными в ваших сердцах и духах. Вы сможете избавиться от печали. Доверьтесь Богу через молитву «Найди меня». Отдайте это мне нежно и отпустите свою волю и свой выбор. Впереди тебя ждут страшные и трудные времена, но помни, что все возможно для тех, кто верит в меня. Для тех, кто осознает мое присутствие, и для тех, кто решил думать обо мне изо всех сил, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются. Те, кто цепляется за меня, как бы дьявол не пытался сеять сомнения и утверждать, что я их оставил, знают, что моя любовь бесконечна и нерушима. Чтобы вернуться, направить и защитить тебя, мне нужно только одно — твое непоколебимое восприятие меня внутри тебя. У меня есть все ключи к твоей судьбе, силе и безопасности, моя дорогая. Утешайтесь своими религиозными путями и верьте, что вы испытаете скрытые чудеса. Хотя ваша вера может показаться незначительной, это все, что мне нужно, и это все, чего вы хотите. Чтобы сохранить право на чудесные блага, которые я запланировал для вас во многие трудные времена,
вы глубоко посеяли религиозные убеждения в своих сердцах. Вы всегда непоколебимо верили в мои способности. Сегодня вы одерживаете гораздо больше побед благодаря своей непоколебимой вере. Религиозные семена, которые вы посадили, не забыты, и я должен вам это сказать. Я своими глазами видел, как ты преодолевал препятствия, как ты принимал меня за правду, несмотря на трудности, и насколько ты был стойким. Я покрываю вас своей добротой и состраданием, и могу использовать свою чудесную руку, чтобы посеять семена веры в вас и окружающих вас людях. И они принесут обильный урожай. Время, когда ваша вера и настойчивость будут вознаграждены, уже близко. Осознайте искренность своих целей и силу своих эмоций. Репутация, богатство и одобрение других – это не то, чего вам нужно. Ваше самое сокровенное желание – иметь возможность помочь людям, которые вам дороги, освободиться от финансовых обязательств и помочь своим близким. Я намерен благословить вас, и мне нужно это сделать. Пожалуйста, Боже, пожалуйста, скажи мне еще раз, как сильно ты меня любишь, дорогая. Выразите свой интерес ко мне. В ближайшие дни вы увидите влияние моей любви и силы на вашу жизнь и жизнь ваших близких. Ты для меня особенный, дорогой, и все, что я хочу, это прийти к тебе домой и дать тебе чудесное исцеление. Нежным прикосновением я у дверей твоего сердца. Хотите, чтобы я сделал что-то инновационное, качественное и мощное для вашего образа жизни? Если вы откроете его, я буду знать о ваших обстоятельствах и позабочусь о том, чтобы недостача не проникла в ваш дом и не подвергла опасности вашу семью. Я могу наполнить ваш частный дом множеством преимуществ, которые прослужат долгие годы. Каждая частичка ее преданности, каждая молитва, каждая слеза и каждая капля решимости не были проигнорированы. Ты верил в меня, и я мог слышать боль, пронзившую твое сердце. Скоро произойдут фантастические перемены. Оставьте позади тревоги и отчаяние прошлого и примите перемены, которые я приношу в вашу жизнь. Он полон проницательности, жизненной энергии и способности принимать мудрые решения. Приветствуя многочисленные возможности, представленные вам, утешайтесь осознанием того, что я меняю само ваше существование и готовлю вас к этому моменту. В своем сердце вы посеяли семена доверия на будущее. Даже когда я сталкиваюсь с самыми трудными жизненными испытаниями, я вижу вашу непоколебимую поддержку. Ваши трудности больше не будут скрыты, и ваша непоколебимая вера станет вашим маяком. Ваша вера и терпение будут вознаграждены прямо сейчас. Вы никогда не стремились к славе или богатству. Вашим самым сокровенным желанием всегда было предоставить своим близким выход из финансовых трудностей, чтобы вы могли быть рядом с ними, осыпая их любовью и поддержкой. Я намерен благословить вас, и мне нужно это сделать. Ваши враги позволяют негативу проникнуть в ваш дух, хотя я пытаюсь найти способы заставить вас сомневаться и бояться. Я здесь, чтобы сказать вам, что вы можете требовать своих благословений, даже если вы являетесь объектом оскорблений. Ты сможешь сохранить мою любовь и мои слова, даже когда другие пытаются тебя опозорить.
Он находит утешение в наших близких отношениях и тоскует по моему обществу. Я молюсь, чтобы, как бы ни было плохо, ваша любовь и доверие ко мне не пошатнулись. Я меняю вас изнутри, облегчая ваши проблемы и уничтожая плохие эмоции, поселившиеся в вашем сердце. Сейчас вы полны надежды, оптимизма, безграничной энергии и радости. Вы вышли из тьмы, как новый рассвет, наполненный обновленным духом, свободный от оков отчаяния, изоляции, враждебности и зависти. Ваши оппоненты могут быть удивлены вашими изменениями и разочарованы вашими попытками подорвать их. Но ты, моя возлюбленная, решила держаться за мою любовь и мое слово, доверяя мне, а не своим обидным комментариям. Больше не будет страданий или конфликтов, которые могли бы сокрушить вас, никаких забот, которые могли бы подорвать вашу веру. Встречайте рассвет нового дня, полного радости и безмятежности, даже если вы еще не видите его своими физическими глазами. Примите это и верьте в это. Я имею в виду, ты это чувствуешь, да. У вас есть врожденное понимание того, что вы уникальны. Я окружаю тебя неземной аурой, окутывая бесконечным количеством любви и преданности. Вы устойчивы, ты не слаб и не подведешь, если вознесешься с помощью моего небесного луча. Вы стали завоевателем и победителем, ты не потерпел поражения. Если у вас есть мое разрешение, кричите с крыш. Просто скажи мне еще раз, дорогая, что ты чувствуешь то же самое ко мне. Пожалуйста, знайте, что вы не одиноки. Я пришел успокоить тебя в этом. В те дни, когда все казалось самым мрачным, непредвиденные препятствия заставляли тебя безудержно плакать, а те, кому ты больше всего доверял, бросали тебя как раз тогда, когда ты в них больше всего нуждался. В эти трудные времена утешайтесь знанием того, что ваши слезы в конечном итоге достигнут небес. Это здесь, где соткано ваше будущее, где излечиваются ваши болезни и где решаются ваши проблемы. Я не бросил тебя ни в каком виде, ни в какой форме. Даже если люди, которым ты доверяешь, отвернулись от тебя, я никогда не оставлю тебя, и моя любовь к тебе крепнет с каждым днем. Сохраняй самообладание, потому что меня всегда тянет сосредоточиться на тебе через электрический ток в моей крови. Вместе мы сможем взойти на мой небесный трон. Пришлите мне свои требования, и я выполню их с заботой и преданностью дорогого друга. Я не хочу, чтобы ты сдерживала слезы. На самом деле, я думаю, было бы лучше, если бы вы позволили им течь свободно, чтобы я мог облегчить печаль в вашем сердце. Однако, прежде чем твои слезы высохнут, я хочу кое-что сказать тебе, моя дорогая. Когда вы доставите им радость, ваше сердце будет прыгать от радости. Пока вы находитесь в депрессии, ваши надежды и мечты могут возродиться, и религия проникнет во все аспекты вашей жизни. Приготовьте свое сердце и свой разум, потому что я вижу, что те, кого вы считали потерянными, вернутся в вашу жизнь. Были времена, когда вы думали о том, чтобы сдаться, когда вы чувствовали, что задыхаетесь, и когда жизненные испытания казались непреодолимыми. Но сегодня я предлагаю вам свою любовь и существенные подарки,
огромную радость и преимущества, превосходящие ваши самые смелые мечты. Теперь, когда ваша вера выросла, на вас лежит ответственность помогать другим, которые приходят к вам, когда страдают и нуждаются в вас. Пока врата не откроются и оковы, которые когда-то обеспечивали ваши преимущества, не будут уничтожены, вы должны быть готовы. Я готов сдержать свои обещания, моя дорогая дочь, и нет ничего невозможного для тех, кто доверяет моему слову. Пожалуйста, вернитесь к непоколебимой вере в то, что я, ваша жизненная сила, ваш опекун, ваша судьба и ваша энергия. Я хочу направлять и защищать тебя. Будьте уверены в чудесах, которые еще будут показаны вам по мере вашего продвижения. Даже если вы думаете, что вашей веры мало, это все, что мне нужно, и она принесет вам много замечательных преимуществ. Со временем вы посеяли внутри себя семена доверия. Вы поддерживали непоколебимое осознание моей энергии на протяжении всего своего путешествия через испытания и невзгоды мирового уровня, которые я обнаружил. Недавно вы добились успеха благодаря своей непоколебимой вере. Его семена веры не были проигнорированы. Я хочу, чтобы вы знали, ваша настойчивость, стойкость и непоколебимая вера в мою истину выставлены на всеобщее обозрение. К вам простираются благодать и сострадание, и я воспользуюсь своей действенной рукой, чтобы посеять семена в вашей жизни и жизни тех, кто вас окружает, и эти семена процветут в изобилии. Сейчас настало время пожинать плоды вашей веры и настойчивости. Благодаря вашему искусству я могу различить искренность и сострадание, живущие в вашем сердце. Ни слава, ни богатство не являются его целями. Вместо этого вам следует сосредоточиться на том, чтобы помочь самым близким вам людям освободиться от долгов, чтобы вы могли любить глубже. Я намерен благословить тебя, потому что хочу, да будет так, дорогая. Пока вы вникаете в эти слова, я хочу, чтобы вы почувствовали комфорт моего присутствия. Просто знайте, что я здесь с вами в этот момент, готовый поговорить с вашей душой, чтобы консолидировать ваши проблемы, потому что в этот момент в вашем духе не может быть места тревоги. Ты искал утешения и утешения во мне, и я здесь, чтобы осыпать тебя своей любовью и спокойствием. Осмельтесь быть смелым, моя дорогая, оставайся сильным и смелым. Трудности, с которыми вы столкнулись, вскоре могут быть облегчены. И я хочу, чтобы вы знали, что ваши молитвы получают ответ. Сохраните вашу веру. Я не бросил тебя и не оставлю тебя, потому что я на твоей стороне в этой битве. Земля, которую вы считаете реальной, для меня имеет решающее значение. Несмотря на усталость и мысль сдаться, помните, что именно в такие моменты вы должны оставаться сильными. Но если вы будете придерживаться выбранного курса, ограничения на вашем пути быстро исчезнут. Сдавайтесь, когда дела идут не так, как вам хочется, глубоко внутри каждого препятствия таятся награды, которые нас ждут. Верьте, продолжайте и не сдавайтесь, иди вперед без страха. Я говорю вам эти слова с любовью, потому что хочу, чтобы вы знали, на горизонте нас ждут чудесные вещи. Чтобы вы могли подняться на духовно высокий и чудесный уровень и стать вдохновением для своих близких.
Даже несмотря на то, что они слышат мои учения и видят чудеса мирового уровня, у многих из них все еще есть сомнения. Вы, мои любимые, отличаетесь от тех людей, которые почувствуют себя недостойными или подумают, что я не хочу делиться с миром своей небесной энергией. Вместо этого они окружат себя негативным влиянием, которое сеет сомнения, примут бессмысленную любовную жизнь и позволят радости и удовлетворению ускользнуть от благодати, которая может их изменить. Вы все еще человек, и усталость все еще может повлиять на вас. Даже если ваш образ мышления изменился, я здесь, чтобы восстановить вашу уверенность, потому что я полностью понимаю. Я знаю, что мои слова глубоко тронули тебя, и знаю, что ты им поверишь. Ты услышишь мой голос и станешь сильным, дождаться поездки. Достижение победы вполне достижимо. Я здесь, потому что я средство, с помощью которого вы можете наслаждаться жизнью в полной мере. Придя ко мне, вы найдете живую воду, которая утолит вашу жажду. Никто другой в этом огромном космосе не сможет избавить вас от забот и дать вам отдых. Это я с начала времен запланировал для тебя это несветское наследие. Хотя многие умоляют меня, и я слышу ваши мольбы, перестаньте полностью верить в свои способности накопить материальные блага. Я единственный дающий благословение. Даже если у вас мало средств, не стоит сдаваться. Вместо того, чтобы полагаться на мимолетную карьеру или другое имущество, знайте, что я всегда буду вашим кормильцем и пастырем. Я умоляю вас помочь мне с этой благодарностью за вашу жизнь, вашу семью, ваше настоящее и ваше будущее, которое должна наполнить ваше сердце, когда вы закроете глаза после прослушивания моего утреннего послания. Домашняя благодарность, потому что так же, как я одержал победу, вы тоже можете преодолеть испытания этого мира. Мои ангелы бегут к тебе в поисках твоей благосклонности в тот момент, когда твои губы соединяются в молитве. Все помещаются на свое место, все становятся на свои места. Вы победите тех, кто вас осуждал, измените их мнение о вас и заставите их сердце растаять. Я изобразил здесь мой Святой Дух, пожертвуй собой ради моей власти. Позвольте мне еще дать это вам. Я пытаюсь во всем разобраться и знаю, что качество важно для вас. Все, что вам нужно, будет предоставлено. У тебя есть мой подъем, твой рост и радость. Я твой могущественный Небесный Отец, и я действительно забочусь о тебе. Ты благословлен, я не подведу тебя. Теперь отдайте мне свою жизнь, свою преданность, свою признательность и свою веру. В ответ я очень этого хочу. Впереди могут быть тысячи испытаний, и вы можете даже почувствовать желание упасть в обморок, но помните, что мой Святой Дух находится внутри вас, давая вам силы, чтобы вам не пришлось сомневаться. Продолжай двигаться вперед твердым шагом, потому что я рядом с тобой. Я не могу ничего сделать, доверьтесь моему написанному слову и расслабьтесь. Используйте его, чтобы победить гигантских врагов и прогнать враждебные армии. Я хочу, чтобы ты знал, какими бы трудными ни были дела, мои обещания никогда тебя не подведут. Поскольку вы сказали, что мир – это то, что вы выбираете,
никакие ежедневные трудности не смогут украсть вашу радость и вашу стабильность. Эмоционально непредсказуемые жизненные события и встречные ветры больше не смогут поднять вам настроение. Эти слова придали ему несветскую зрелость, интеллектуальную силу и эмоциональную устойчивость. Теперь даже самые неожиданные повороты в жизни не смогут обескуражить ваше настроение или омрачить ваши мысли. Благодаря этим словам вы обрели эмоциональную стабильность, силу мозга и духовную зрелость. У вас есть право принять решение. Теперь, когда вы знаете, что ваше будущее не определяется вашими чувствами, я должен дать вам проницательность. Бедствия, искушения, ошибки и дефекты больше не смогут победить вас, ослабить или сломить. Основой вашей уверенности в себе является мое письменное слово. Ты знаешь, что я способен 7 раз помочь тебе за каждый неверный шаг, и что я способен 100 раз простить тебя за каждую неудачу. Я пришел предложить тебе любовь и прощение, но ты был слеп к моему присутствию и попал в паутину греха. Поскольку ты сейчас думаешь обо мне, я могу спасти тебя от твоих страданий. Твои слезы высохнут, твоя вина исчезнет, и твоя боль утихнет. Даже когда вы совершаете ошибки и сталкиваетесь с серьезной опасностью со стороны своих противников, я могу быть рядом с вами все время, потому что вижу, насколько вы полны решимости сражаться и упорствовать в моем пути. Ты ценен для меня и принадлежишь мне, поэтому лучше береги себя. У окружающих вас людей есть проблемы с психическим здоровьем, и это мешает им наслаждаться жизнью в полной мере. Если вы думаете, что эти люди будут приветствовать вас, они заставят вас усомниться в них, и вам придется отказаться от своей веры и от прекрасного будущего, которое вас ждет. Если вы хотите помочь вам преодолеть обиду, вы можете обвинить меня во вмешательстве и сказать многое. Что-то пошло не так, но тот факт, что мы сейчас ведем этот разговор, должен дать тебе мою бессмертную привязанность и уверенность в том, что я буду рядом с тобой, несмотря ни на что. Пусть сила и ободрение этих слов наполнят ваш образ жизни. Верьте в меня, потому что я Бог вашего спасения и Отец вашей небесной семьи. Будьте спокойны, зная, что я никогда не оставлю тебя и не подведу, что бы ни случилось. Мне бы хотелось поговорить с тобой прямо сейчас, так, чтобы это проникло прямо в твою душу. Всегда помни, что я рядом с тобой, люблю тебя неописуемой любовью, направляю тебя и наблюдаю за тобой. Мое благословение не для совершенных, скорее, это для смиренного сердца, которое знает, что оно нуждается во мне, для того, которое не использует слова, чтобы ранить других ложью и клеветой. И я вижу твои недостатки, ошибки и моменты сомнений, так что имейте это в виду, когда почувствуете, что сомнения закрадываются. Я полностью сосредоточен на тебе, потому что я вижу доброту в твоей душе. Пожалуйста, поднимите меня на руки, чтобы вы могли следовать за мной и получить дар вечной жизни, который я предлагаю вам. Примите свое несветское наследие с распростертыми объятиями, оно ждет вас. Мы хорошо выглядим, я предсказываю, что вы будете совершать ошибки, но вы уникальны. В этот момент вы больше не действуете по-мирски. Согласились бы вы со всемогущим Богом, который любит вас,
вас, прощает, помогает вам подняться, когда вы падаете, и продолжает мотивировать вас продолжать идти вперед, несмотря на препятствия, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни, в своей семье и в своем обществе. Здесь, в эту чудесную возможность, мое сердце желает, чтобы каждый из вас пребывал под моей любящей защитой, защищенный моей любовью и окутанный моими крыльями. Пусть вас обоих окружит обильная радость и спокойствие. Ты даже не представляешь, как сильно я тебя обожаю. Я могу открыть врата рая и изливать благословение за благословением, пока вы не будете безмерно избалованы и не освободитесь от рабства. В моем воплощении вы сможете обрести подлинное спокойствие. Я умоляю вас, если вы мне верите, вставайте каждый день с решимостью и продолжайте работать. Спите, когда вам нужно, но возвращайтесь ко сну, когда загорается свет, и двигайтесь дальше, не жалуясь и не унывая. Выполняйте каждую задачу с энтузиазмом и смелостью, независимо от того, насколько непроизвольной она кажется или сколько других людей пытаются встать у вас на пути. Даже столкнувшись с грозными врагами, будьте стойкими в своей приверженности нашей цели. Улыбнитесь им, подойдите к ним с терпением, утолите их жажду и помогите им, если они попросят вас. Однако помогите им разумом и пониманием. Держите свои слабости в тайне, лишите их возможности причинить вам вред или предать вас. Покажите им свою привязанность, но также позвольте им увидеть вас настоящего. Я научил вас тому, что вам не следует общаться со злодеями и не следует раскрывать свои стратегии тем, кто может использовать их против вас. Избегайте контактов, прослушивания или распространения слухов о ком-либо. Когда ваши враги поймут, что не смогут помешать вам идти в выбранном вами направлении, они станут еще более решительными. Когда придет время, я смогу их удалить. Будьте уверены, наша стратегия далека от завершения. Благодаря вере, энтузиазму и упорному труду вы сможете продолжать идти вперед, пока не примете решение. Затем вы окажетесь перед большой дверью, а за ней обнаружите невероятные награды. Убедите меня, что у меня есть ваша поддержка. Действуйте прямо сейчас и обязуйтесь приходить ко мне ежедневно. Дорогая, ты смелая. Победа уже в ваших силах, так что вставайте и продолжайте идти. На днях ты благодарил меня за всю оставшуюся жизнь. Что вы планируете на будущее? Открыть рот, чтобы поблагодарить кого-то, ничего не стоит. Я могу предугадать ваши потребности еще до того, как вы их удовлетворите. Все, что вам нужно сделать, это согласиться со мной. Если тебе нужна минутка покоя, приходи ко мне. Проснитесь и на минутку подумайте и составьте список всего, за что вы должны быть благодарны сегодня. Ваша жизнь, ваши близкие, ваше здоровье, еда, которую вы едите, крыша над головой и сверхъестественная защита, которую вы предоставляете. Твоя жизнь. Дом. Готовится защитить его. Я твоя жизнь, твое будущее, твоя энергия и твой щит. Ходите в религии, веря в чудеса, которые еще предстоит увидеть. С помощью глаз твоих ты сможешь понять, что вера твоя мала, однако это все, что мне нужно,
и этого достаточно, чтобы передать вам прекрасные и бесконечные блага. Мало-помалу вы распространяете религиозные убеждения в своем сердце. Я наблюдал за вашим путешествием через значительные трудности и испытания, и вы никогда не колебались в своей вере в мои силы. Ваша непоколебимая вера позволила вам добиться успеха. Сегодня я хочу заверить вас, что ваши семена веры не остались без внимания. Я был свидетелем вашей борьбы, вашей непоколебимой веры в меня и вашей преданности делу перед лицом невзгод. Я простираю к вам свою милость, и своей сильной рукой я могу питать семена, заставляя их цвести обильно в вашей жизни и в жизни тех, кто вас окружает. Вера и упорство привлекают. Я понимаю глубину твоего сердца и твои истинные намерения. Вы не ищете репутации или богатства. Ваш выбор – предложить себя своей семье, освободиться от долговых цепей и распространить свою любовь на тех, кого вы любите. Я хочу благословить вас и хочу это сделать. Аминь.